Всем привет! Вы на канале Orange. Рады, что вы с нами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, QR-код в нижнем правом углу. В последние несколько месяцев отношения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия заметно охладились. В частности, начиная с конца лета 2025 года, Москва постепенно сократила часть финансовых выплат абхазским государственным служащим и ограничила предоставление льготного электричества. Эти меры стали ощутимым ударом по бюджету республики, которая традиционно зависит от российской поддержки. Журналист из «Комсомольской правды» Владимир Варсобин отправился в Абхазию, чтобы напрямую узнать у местных жителей, как они воспринимают новые реалии и перемены в отношениях с российским партнером. По его наблюдениям, несмотря на возникшие ограничения и тревоги, большинство жителей Абхазии не скрывают, что без помощи России им будет крайне трудно справиться с нынешними экономическими и социальными вызовами. Выключите диктофон, и вам тихо скажут, что нам делать без вас, русских. «Без вашей поддержки у нас ничего не останется», приводит Варсобин слова, услышанные в приватных беседах. Россия вкладывала значительные средства в развитие инфраструктуры Абхазии на протяжении многих лет. Без этих инвестиций многие районы республики, особенно те, что пострадали в ходе прошлых конфликтов и экономических трудностей, так и остались бы в запустении. Примером служит строительство автомагистрали в Ачамчирском районе, которая осуществляется именно за счет российских инвестиций. Местные власти, хотя и неофициально, признают, без постоянной финансовой поддержки из Москвы многие территории окажутся на грани дальнейшей деградации. Один из высокопоставленных представителей абхазских властей отметил, что если абхазскому обществу когда-нибудь предстоит выбор между несколькими крупными внешними партнерами, оно, скорее всего, отдаст предпочтение России, а не другим странам региона. Эта позиция продиктована не столько политическими предпочтениями, сколько прагматичными соображениями безопасности и экономической стабильности в условиях текущего геополитического напряжения. Особую тревогу вызывают в республике слухи о возможном выводе российских пограничных войск с территории Абхазии. Такой шаг, если он действительно произойдет, значительно ослабит систему безопасности и сделает регион уязвимым перед потенциальными территориальными претензиями со стороны Грузии. Последние заявления официального Тбилиси о возвращении к вопросу территориальной целостности лишь усиливают опасения. В обществе широко обсуждается, что в случае ухода российских сил безопасности Абхазия рискует оказаться на передовой новой фазы региональной нестабильности. Эта перспектива вызывает серьезное беспокойство у жителей, которые уже давно привыкли к роли России в качестве гаранта мира и стабильности. Аналитики подчеркивают, что причина нынешнего охлаждения в отношениях заключается не только в экономических трудностях, с которыми сталкивается Россия в период масштабной мобилизации и переориентации бюджетных ресурсов, но и в растущем недовольстве Москвы по поводу недостаточной политической лояльности и неоднозначной позиции некоторых абхазских элит. С одной стороны, абхазские власти рассчитывают на продолжение экономической помощи и военной поддержки со стороны России. С другой, проявляют признаки стремления к большей самостоятельности и в ряде случаев пытаются лавировать между различными внешними игроками. Такая двойственная позиция вызывает у Москвы раздражение и недовольство, что, вероятно, и стало одной из причин недавних ограничений. При этом альтернативы России у Абхазии практически нет. Ни Турция, ни другие соседние страны не обладают ни возможностями, ни политической волей обеспечивать республике тот же уровень поддержки. А интеграция с Грузией, учитывая историю конфликта и вопрос суверенитета, для большинства жителей Абхазии остается категорически неприемлемой. В сложившейся ситуации абхазские власти и общество стоят перед сложным выбором: либо подтвердить свою приверженность тесному союзу с Российской Федерацией и укрепить взаимовыгодное сотрудничество, либо рискнуть оказаться в международной изоляции и столкнуться с новыми угрозами безопасности и экономического характера. Сегодня как никогда важно выстраивать диалог и искать компромиссы, которые позволят сохранить стабильность в регионе и обеспечить процветание его жителей. От дальнейших решений Москвы и Сухума будет зависеть, останется ли Абхазия надежным партнером России или превратиться в зону нестабильности, способную стать плацдармом для новых конфликтов. В последние годы Абхазия стала одним из ключевых регионов, где пересекаются интересы крупных геополитических игроков. Несмотря на небольшой масштаб и ограниченный международный статус, республика продолжает играть важную роль в Южно-Кавказском регионе. Политическая нестабильность в Грузии и усиление антироссийской риторики в Тбилиси вынуждают Абхазию искать гарантии безопасности.
В этом контексте Россия остается для Сухума главным стратегическим партнером и гарантом стабильности. Однако Москва сегодня вынуждена балансировать между военными и экономическими приоритетами, что ограничивает возможности для дальнейшего расширения поддержки Абхазии. Ситуация осложняется внутренними вызовами, связанными с мобилизацией и экономическим напряжением. Уже сейчас некоторые экономические показатели в республике демонстрируют тревожные тенденции: снижение темпов роста ВВП, уменьшение внешних инвестиций и рост безработицы. Эти проблемы напрямую связаны с сокращением финансовых вливаний из России. Одновременно растет недовольство среди населения, особенно среди молодых людей, которым сложно найти достойную работу и перспективы для развития. Это может привести к оттоку кадров и усугубить демографическую ситуацию. Социальная сфера также испытывает давление. Задержки с выплатами зарплат бюджетникам, в том числе медицинским работникам и учителям, снижают уровень жизни и доверие к властям. Инфраструктурные проекты, ключевые для развития республики, находятся в подвешенном состоянии. Например, строительство и ремонт дорог, модернизация электросетей и объектов водоснабжения задерживаются из-за дефицита финансирования. В этих условиях абхазские власти вынуждены искать новые источники доходов и поддержки. Однако возможности для диверсификации экономики крайне ограничены, учитывая международные санкции и закрытость региона. Туризм, традиционно одна из важнейших отраслей, переживает спад из-за геополитической нестабильности и уменьшения числа гостей из России и других стран СНГ. Кроме того, ухудшились и транспортные связи, что усложняет доставку товаров и развитие внешней торговли. В то же время усиливаются угрозы со стороны Грузии, которая активно наращивает дипломатическое давление и поддерживает международные кампании против Абхазии. В Тбилиси продолжаются попытки усилить изоляцию республики и добиться изменения ее статуса, используя для этого политические и экономические рычаги. На фоне этих вызовов абхазское общество остается глубоко разделенным. Одни настаивают на укреплении связей с Россией, другие призывают к поиску новых партнеров и более широкой международной интеграции. Критики внутри республики указывают на недостаточную прозрачность и эффективность работы местных властей, которые зачастую воспринимаются как закрытые и коррумпированные. Эксперты отмечают, что отсутствие реформ и обновление политической элиты снижает доверие населения и осложняет решение ключевых задач. В этом контексте необходимость проведения системных преобразований становится все более очевидной, если Абхазия хочет сохранить свою автономию и обеспечить долгосрочное развитие. Одним из важных аспектов является укрепление гражданского общества и создание условий для более широкого участия населения в управлении. Роль России в этом процессе остается ключевой, однако Москве также важно учитывать внутренние настроения и давать пространство для развития местных институтов. Важным направлением является и повышение уровня безопасности, включая модернизацию пограничных и оборонных систем. Учитывая нынешние геополитические реалии, Абхазия рискует стать полем для новых конфликтов, если не будет эффективно взаимодействовать с российским союзником и региональными игроками. На международной арене ситуация также остается сложной. Большинство стран не признают суверенитет Абхазии, что ограничивает ее возможности в дипломатии и международной торговле. Однако республика старается выстраивать связи с теми государствами и организациями, которые готовы вести с ней диалог и сотрудничество. Особое значение приобретает сотрудничество с непризнанными или частично признанными государствами, что создает определенные возможности для обмена опытом и взаимной поддержки. В перспективе развития цифровой экономики и использования новых технологий могут стать одним из драйверов роста, если удастся обеспечить необходимые условия и инфраструктуру. Для этого необходимо улучшать качество образования и создавать привлекательные условия для молодых специалистов. Важным фактором остается также сохранение культурной и исторической самобытности, что способствует укреплению национального единства и социальной стабильности. Наконец, абхазские власти должны продолжать развивать сотрудничество с Российской Федерацией на взаимовыгодной основе, одновременно стремясь к большей самостоятельности и устойчивости. От того, насколько успешно будет решаться этот комплекс задач, зависит будущее Абхазии и ее роль в региональной политике и экономике. Одной из ключевых задач для Абхазии в ближайшем будущем станет создание условий для экономической самодостаточности,
что требует значительных усилий в привлечении инвестиций и развитии малого и среднего бизнеса. В условиях санкций и ограниченного международного признания это может показаться сложной задачей, однако акцент на локальных ресурсах и инновациях позволит снизить зависимость от внешней поддержки и сформировать устойчивую экономическую базу. Параллельно необходимо усилить социальную политику, направленную на поддержку наиболее уязвимых слоев населения – пенсионеров, многодетных семей и инвалидов. Повышение уровня социальной защищенности поможет снизить напряженность в обществе и создать более комфортные условия для жизни, что в свою очередь позитивно скажется на общей стабильности и развитии региона. Важное значение имеет также развитие образовательной системы, которая должна быть ориентирована на подготовку специалистов, способных работать в современных экономических и технологических условиях. Инвестиции в образование и науку станут залогом формирования нового поколения профессионалов, способных реализовывать проекты в сферах IT, экологии и инженерии. Кроме того, для повышения устойчивости региона необходима модернизация инфраструктуры, включая системы энергетики, водоснабжения и транспортной логистики. Современные и эффективные коммуникации не только улучшат качество жизни жителей, но и создадут предпосылки для развития бизнеса и привлечения инвесторов. Наконец, укрепление культурных и исторических связей с российским народом и другими дружественными сообществами станет важным элементом национальной идентичности Абхазии. Сохранение и популяризация традиций, языка и истории поможет укрепить внутреннее единство и повысить самооценку населения, что является важным фактором в условиях внешних вызовов и давления.